Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в пресс-центре Международного информационного агентства «Спутник Абхазия». Так совпало, что сегодня отмечается два праздника. Это День народного единства России. И в Абхазии также отмечают 25-летие Академии наук Абхазии. Насколько нам известно, вы приехали на празднование этого замечательного праздника. Находясь на разных государственных должностях, вы довольно-таки часто сталкивались с Абхазией, соприкасались. Какой ваш опыт взаимодействия с Академией наук Абхазии и с республикой в целом? Ну, во-первых, три праздника сегодня. Еще один из самых больших праздников для Русской Православной Церкви – День Казанской Божьей Матери. И вот, кстати, День народного единства, он связан с этим праздником. Это был 1612 год, когда в нашей тогда большой стране была безвременье, когда не управлялась страна, в Кремле находились, по-моему, даже польские какие-то самозванцы. И вот тогда народ поднялся, и вот памятник, который стоит на Красной площади, Минину и Пожарскому, это как раз связано вот с этим днем. 4 ноября 1612 года. Вот. Я думаю, что есть связь и с Абхазией того праздника, потому что, если вы помните, в 1810 году Абхазия заявила о том, что она хотела бы и вместе с Россией быть. И тогда был подписан соответствующий документ, когда Абхазия была на правах протектората, вошла в Российскую Федерацию. Вот. И это спасло и абхазскую государственность, вы помните. Вот. И, конечно же, а вот то, что была создана Академия наук Абхазии, это очень дальновидный шаг, который был сделан первым президентом. Он сам был ученый, кстати. Он занимался этнографией, многими направлениями. У него была очень интересная докторская диссертация. Он работал в Москве. И вот когда со страной стало плохо, с Абхазией, он, я так понимаю, вернулся сюда, возглавил Народно-освободительное движение в 1992-1993 году и принял решение о создании вот, Академии наук. Ну, во-первых, Академия наук создавалась не на пустом месте. Потому что здесь, когда мы были все и жили в одной единой стране, было очень много центров, которые занимались и работали на Российскую Федерацию, на весь огромный Советский Союз. И даже вот тот ядерный щит, который начал создаваться в 1942-1943 году, один из центров был у вас здесь, который создал, и который, вы помните, когда американцы создали атомную бомбу, они ее прежде всего применили в военных целях. Хиросима и Нагасаки, август 1945 года. И мы только в 1949 году догнали, когда мы сделали термоядерную бомбу. И тогда все успокоились. Никто уже не стал нам грозить, что мы забросаем вас атомными бомбами и так далее. То есть был создан ядерный паритет, который позволил вот после Второй мировой войны мирно сосуществовать странам с огромными противоречиями. Ну, во-первых, у нас были идеологические разногласия. Да, мы строили там коммунистическое общество, создавали свою зону влияния, американцы со своей стороны своими делами занимались, но войны, вот, ну, в том понимании, которое мы пережили в 1941-1945 году, уже не было. И это сделано было в том числе и с участием Абхазии. Что касается моего отношения, тут оно разное. Я сюда приехал в качестве заместителя президента Российской академии образования, это государственная академия у нас. Но я являюсь членом Российской академии наук. И вот я вспоминаю, я уже тогда был академиком, мы в Кремле подписали договор, тогда
был у вас даже еще не президентом, после того, как умер Багапш, да? Вот. Был Александр Золотинскович, вот, Анкваб. И вот он тогда приехал уже как президент, и мы тогда подписали меморандум о взаимодействии между Россией, это на уровне государственном уровне, по вопросам, связанным с профилактикой инфекционных заболеваний, обеспечением биологической безопасности, понимаете? Потому что эта проблема ведь очень остро сейчас стоит. Заметьте, что сейчас готовится очередная Генассамблея ООН, и наша страна, Белоруссия, Китай, по-моему, Куба, Аргентина ставим вопрос о той проблеме, которая называется биологическая безопасность мира, учитывая, что мы с вами, собственно, уже трехлетие пандемии коронавируса у нас. Впервые мы заговорили об этом, вернее, заговорили мы в декабре 19-го, а коронавирус начал регистрироваться в ноябре 2019 года. И сколько он унес и жизней. Переболело в мире за это время 650 миллионов человек, а умерло более 6 миллионов человек. И тогда мир стал... Сначала американцы начали обвинять китайцев, что этот вирус был искусственно сделанный, да? То есть естественный вирус был изменен в том плане, что он стал опасным для людей. Потому что коронавирус – это природно-очаговая инфекция. Она гнездится в мелких млекопитающих, перепончатокрылых. И эти очаги давно описаны, они в Китае, кстати, давно описаны, учеными. Но периодически коронавирус приходит на человеческую популяцию. Первый случай был в XII веке, еще когда даже вот на территории нынешней нашей России. Тогда его не диагностировали, потому что не было возможности. Но вот сейчас ретроспективно мы это узнаем. В этом веке был, помните, SARS, тяжелый острый респираторный синдром, МЕРС, ближневосточный респираторный синдром. Это был 2-й, 9-й и вот 19-й годы, да? То есть за этот век уже трижды пришел коронавирус на человеческую популяцию. И вот тогда стал вопрос, а не искусственный ли вирус? Начали обвинять американцы, начали Китай, потом Китай сказал, нет, это вы сделали, да? Но сегодня, с точки зрения международного права, установить, так ли это было, нельзя. Потому что даже если бы ученые предъявили бесспорные доказательства, что это есть, но с точки зрения права, с точки зрения тех международных документов, которые эту тему регулируют, все равно это было бы нелегитимно. Почему? Потому что в 1972 году была разработана КБТО, Конвенция по биологическому и токсинному оружию, и она была ратифицирована более чем 190 странами. А на планете сейчас примерно 204 страны. Кто-то меняется, укрупняется, там, наоборот, дробятся. Вот. То не было механизма контроля. Потому что вирусы, микробы придумала природа, так как и нас с вами. Если мы с вами ядерное оружие сделали своими руками, своим умом, химическое тоже, а это природа сделала. И поэтому с микромиром и вообще со всеми вопросами биологической безопасности нужно разговаривать на «вы». Понимаете? И вот это все... Так вот, мы тогда подписали этот договор, меморандум о сотрудничестве между Абхазией. Тогда уже Абхазия уже была признана нашей страной. Вы помните, она была нелегитимна с точки зрения права, опять же, международного. Да? И только в 2008 году вместе с Южной Осетией была признана Абхазия нашей страной. Это принципиально поменяло ситуацию, потому что Абхазия стала международно признанным государством. Вот, на карте России, на карте Европы, на карте постсоветского пространства. И нам нужно было совместно работать.
И на вашей территории, вместе, кстати, с Академией наук, помните, мы заговорили о так называемом вирусе Зика. Комар Зика, который передавал заболевания. Кстати, мы тогда вместе с учеными Абхазии определили, что в Причерноморье он есть, хотя раньше он гнездился ближе к экватору. И он расширил свои границы и ушел высоко вверх. Ну, я имею в виду, если смотреть на земной шар, да, он пошел вверх. То есть уже в зону, да, Абхазия – это субтропики, но все равно это уже зона не жарких пустынь и так далее. Вот тогда это было, и тогда тоже говорили о том, что они искусственный ли этот вирус Зика, потому что было как? Американцы для того, чтобы бороться с этим комаром, сделали с помощью достижения биотехнологий комара стерильным. И он не мог, то есть он не перестал размножаться, но тем не менее в конечном итоге они выпустили его во внешнюю среду, так? Но вместо того, чтобы его стало меньше, он, наоборот, расширил границы своего ареала обитания. Вот. И тогда вот это было у нас с вами. Ну, еще я с Абхазией занимался, когда по проблемам виноградарства. И вот я сейчас приехал, посетил завод по переработке винограда. Тогда я первый раз разрешил винные воды Абхазии, такое у вас есть предприятие, чтобы они завозили свою продукцию. Ну, тогда мы говорили так, что давайте используем ваши возможности. У вас благодатная природа, которая позволяет выращивать свой виноград. Когда мы начинали, в Абхазии было всего 500 гектаров винограда. Ну, помните, в советское время Грузия была, она в какой-то мере доминировала, потом Молдавия у нас была в едином государстве. А Абхазия как-то была вот в стороне, она не занималась. Вот сейчас мы сегодня вот разговаривали и эту тему изучали. Я говорю, вы мне скажите, а какие возможности есть сегодня у Абхазии по выращиванию своего винограда? Понимаете? Потому что один и тот же сорт винограда, выращенный в разных климатических зонах, он совершенно другой по вкусу становится. Поэтому это тоже большая, серьезная наука. И вот сегодня и с президентом Академии мы так касались этого, и в разговоре с правительством мы тоже эту тему сейчас обсуждаем, потому что сегодня для Абхазии виноградарство – это может стать одной из бюджетообразующих статей. Это рабочие места, это продукция, которая выращивается и, как говорится, перерабатывается. Поэтому много проблем, но сам вот сегодняшний форум вот этот показал, что, в общем-то, конечно же, нужно снять шляпу перед таким государственным гениальным правительским талантом первого руководства самостоятельного абхазского государства, что они уже тогда думали об этом, сделали это, и сегодня мы с достоинством отмечаем и говорим, что отмечаем прежде всего своевременность принятого решения и, конечно же, то, что это традицией российской государственности всегда было то, что наука должна идти впереди прогресса. И вот буквально в следующем году, в 2024 году, сейчас у нас 22-й, да, через год, меньше чем через год, это будет январь 2024 года, когда будет праздноваться 300 лет Российской академии наук, которую создал Петр. В то же время было непростое, да? Ни армии, ничего, войны беспрерывные, и Петр создает Академию наук. Понимаете, вот это вот как бы не повторение, а вот эта логика государственного ума, что нужно, чтобы всегда, если мы думаем о государственности, мы должны прежде всего образование, науку, то есть интеллектуальный потенциал нации задействовать
вот, на благо построения государства. Вы говорили, да, о соглашении, подписанном по противодействию биологическим угрозам. Ну, там она называла профилактику инфекционных да, в том заболеваний. числе предусматривала. Вот, и неоднократно говорили о том, какие угрозы могут исходить от биолабораторий США, находящихся на территории постсоветских стран, в том числе и Грузии. Они не находящиеся, они созданы после советского периода. Да, вот как вы считаете, вот то, что мы пережили с коронавирусом, и то, что это показало, что фактически ни один вирус нельзя будет территориально изолировать, и он распространится на весь мир, как вы считаете, может ли этот опыт стать сигналом для стран, на чьих территориях сегодня расположены биолаборатории, для усиления контроля за их деятельностью? Ну, во-первых, есть более убедительные данные о том, что совсем рядом от вас, вот мы сейчас сидим в городе Сухум, а совсем недалеко, в 40 километрах от Тбилиси, находится первая специально построенная, очень мощная, очень защищенная, дающая практически неограниченные возможности любых манипуляций с опасными для человека вирусами. Понимаете? Лаборатория. Так? В Казахстане, в городе Алмате, 2,5 миллиона город. Когда-то был форпост Верный, казаки его создали. Сейчас это огромный город, ну, бывшая столица Казахстана. Там еще более мощная, чем грузинская лаборатория создана. На Украине, вот говорят о 30 лабораториях, но на Украине там нового ничего не построили. Там просто старые наши лаборатории приспособили. То есть они их модернизировали, оснастили аппаратурой. Но они выполняют там функции. Они, конечно, все, это деньги Пентагона, и они все работают на военные наступательные программы Соединенных Штатов Америки. Это бесспорно. Понимаете? Хотя механизма контроля, как я уже сказал, нет. Конвенция есть, КБТО, а механизм контроля, как доказывать, что нужно, потому что если бы механизм был ратифицирован ООН, каждая страна ратифицировала, тогда мы уже не ходили, а говорили, вот мы считаем, что у вас это делается, предъявите все это. Если вы не предъявляете, вы нарушаете международную конвенцию. А сегодня, поскольку нет механизма контроля, и вот идет в эти поддавки. Да? Мы вот сейчас говорим, что на Украине есть 30 лабораторий, которые работали на военные программы Соединенных Штатов Америки. Но с точки зрения, опять же, правовой, юридической, это недоказуемо. Так? Вот, так как вот с Китаем получилось, когда и с Соединенными Штатами взаимные обвинения, конечно, они опасны. Ну, грузинская лаборатория однозначно опасна для России, и она для этого и строилась. И вот совсем недавно, вот уже буквально почти 20 лет скоро будет, когда в нашу страну пришла АЧС, африканская чума свиней. И мы точно установили, что это Поти. Поти – это порт на территории Грузии. Возили товары и завезли эту чуму свиней африканская. Она для человека не опасна с точки зрения вот, заболеваний. Но когда заболевает хотя бы одна, или вот сейчас как грипп птиц передают постоянно, да, сейчас же мы перешли на крупное производство, да, у нас, допустим, свиноводческая ферма, которая дает дешевый белок, да, свинина, это дешевый органический белок, который нужен человеку для того, чтобы дети росли, чтобы... Он дает все, это строительный материал каждого организма. Вот. Вот хотя бы одна голова заболела, надо все вырезать и утилизировать. Ее нельзя кушать, ничего, не продавать, ничего. То есть это подрыв экономический. То есть это как бы не летальное биологическое оружие, но оно подрывает экономику. У вас, кстати, была АЧС. Крупная, вот я сейчас разговаривал, вы уничтожили все поголовье, потому что это международные требования. Будет по-другому, значит, если человек будет потреблять это мясо, через несколько пассажей оно может стать опасным для человека, понимаете?
Потому что биология, физиология человека и физиология свиньи, они во многом схожи. Понимаете? Вот. Поэтому вот с этой целью все забивается. То есть она может еще выполнять не летальную, а просто с подрыв экономики. А что такое подрывать экономику? Когда не будет хватать в стране какого-то... А белок – это самый важный из продуктов питания. Вот. Птицу мы начали развивать, да? Когда я закрывал, это был примерно в 7-8 год, американские ножки Буша, они нам завозили 1 200 000 тонн этих ножек Буш. Сами мы делали в России 500 000. Сейчас мы делаем 5 миллионов. Так вот, за последний год уже несколько было очень тревожных сообщений, что появляется грипп птицы и забивается огромная ферма. А что такое ферма? Там сотни тысяч голов птицы выращивается. Та же самая картина повторяется. И вот доказать, что это измененный штамм или это просто природа так обошлась, это тоже, в общем-то, вопрос этой конвенции по биологическому и токсинному оружию. Это очень многопроблемная и многофакторная тема. Но если КБТО, скажем, не имея механизма контроля, нас сегодня защитить не может, то на уровне Абхазии, маленькой республики, есть какие-то механизмы, которые нас могли бы защитить от этих угроз? Ну, не прибедняйтесь. Ну, вот, например, у вас есть санитарная служба. Я знаю вот эту вашего главного санитарного врача Беляева. Да, она в городе работала, в Сухуми, сейчас она работает. Вот я в прошлый раз, когда к вам приезжал, это был какой год, подождите, 12-й. Вот мы прилетали сюда, я поехал туда, посмотрел. Сегодня, если успею, еще, может, заеду. Они строили лабораторию, понимаете? Вот какими методами. Это не надо ни заборы строить, ни шурфы копать там для ракеты. Это все очень тонко, невидимо делается. Но контроль за качеством продуктов питания, контроль за качеством воды, вовремя поставить диагноз больному, который появился. Да, вот он кашляет, чихает. Он может просто болеть парагриппом, может болеть коронавирусом, который потом осложнится и может закончиться. Понимаете, это все нужно на уровне вот таком. Тут не надо огромные строить там, я не знаю, ну, танки, там какие-то специальные установки. Это все делается на микромере. Поэтому привлекательность вот этих возможностей, а тем более, что сегодня, после того, как мы с вами расшифровали геном человека, и сегодня мы можем этот геном редактировать, понимаете? Это мы уже должны говорить не только о биологическом, но и генетическом оружии. Понимаете? Это тоже, возможности современной синтетической биологии безграничны. Можно создать на компьютере, смоделировать будущий вирус, потом его сшить. Да? И есть уже даже коммерческие лаборатории, которые могут тебе шить, что хочешь. И потом его выпустить в живую природу, это может кончиться огромными непрогнозируемыми последствиями, понимаете? Это даже не атомное оружие. Но вот эта непрогнозируемость, она не является естественно сдерживающей силой, чтобы... Ну, конечно. Когда был расшифрован геном человека, мы в России приняли закон, запрещающий любые эксперименты над геномом человека. Потому что все понимали, с одной стороны, это огромные возможности, с другой стороны, это огромные риски. Понимаете, чем это может закончиться? Поэтому был принят. Сейчас над геномом работают, сейчас геном расшифровывают. Сегодня, если там работало 100 лабораторий, когда расшифровывали полногеномный, делали секвенс человеческого генома, это, по сути, паспорт, биологический паспорт человека. Там все записано. И какие у него могут быть заболевания, которые передаются по наследству, там и психические заболевания, и эндокринные заболевания и так далее. То сегодня вы можете пойти, дорогое удовольствие, расшифровать свой геном человека, и вам будет ясно, как на ладони, откуда вы произошли, где ваши предки жили,
Понимаете? А самое главное, с точки зрения, ну, не такого не духовного, не интеллектуального интереса, а с точки зрения, а какие есть наследственные заболевания, что тоже очень важно. И можно редактировать геном. Это тоже можно с медицинской точки зрения. Поэтому здесь огромные этические проблемы. Вот. А какое ты право имеешь? Да? Вот вопрос человек себе задает. А какое ты право имеешь этим заниматься? И самое главное, если заниматься, то с пользой для дела. И можно преднамеренно сделать какое-то плохо, а можно просто непреднамеренное. Может что-то делать вроде с хорошей целью, а получится, как говорится, то, что потом нельзя будет остановить. Это серьезная этическая проблема. И вот что касается, вы говорите, мы сами себя можем остановить, но пока не получается. Человек хищник. Да, вот яркий пример. Расщепили атомное ядро, нет, чтобы строить атомные станции и делать электричество. А у нас что делали? Атомные бомбы сделали. Так мало того, что и применили против людей. Ну все. Вот мы говорили о возможностях Абхазии, да, с точки зрения противодействия вирусам и инфекциям. На данный момент показатели коронавирусной инфекции – это 151 случай с одним летальным исходом за месяц. Статистика сравнительно предыдущих показателей неплохая. Как вы считаете, эта проблема в прошлом, как для Абхазии, так и для всего мира? И стоит ли продолжать вакцинацию при таких показателях? Во-первых, я вам назвал цифры, сколько в мире потеряли. 6 миллионов. И с другой стороны, сегодня Америка имеет все. Супер лекарства, несколько видов вакцин, врачи у них есть. А вот из этих 6 миллионов умерших, миллион американцев. Соединенных Штатов Америки. 6 миллионов на планете умерло, и 1 миллион из этих американцев. Мало иметь знания, мало иметь возможности лекарственные, профилактические. Вот. Надо еще, чтобы было ответственное отношение каждого из нас к своему здоровью. Что касается ваших показателей, я не могу сказать ни да, ни нет, я не знаю динамики, сколько у вас было. Но в любом случае пандемия еще не закончилась. А любая мутация может привести к тому, что мы получим новый штамм, который будет вирулентен, да, и контагиозен. А омикрон самый контагиозный, он почти как грипп передается. Так? Но зато он уже вирулентность, то есть опасность, тяжесть болезни, она... Поэтому вот эта наша беспечность, как мы всегда, ладно, ну, подумаешь, там, по температуре неделю, да, она делает нас союзниками не себе, не своему здоровью, не своей семье, а союзниками омикрона. А вот какая-то пройдет. Поэтому сейчас вам сказать, нужно ли прививать или нельзя, мы в России не отменяли прививки. Вот так бы я ответил. Коротко, если можно, в завершении нашей встречи. Абхазия всегда славилась кавказским долголетием. И принято считать, что один из секретов этого долголетия – это абхазская кухня. Удалось ли вам с ней познакомиться, и как вы оцениваете особенности абхазского питания с точки зрения пользы для здоровья? Ну, во-первых, вы не имеете права никакого, ни морального, быть недолголетием. Жить в раю и, как говорится, жить недолго – это неправильно. Понимаете, поэтому вам помощь не только пища, но и природа, и воздух, понимаете, и та самобытная культура, которая есть. Ведь Абхазия в IV веке приняла христианство, а Россия, Киевская Русь тогда, в 989 году, практически на сколько? На 500 лет позже Россия приняла вот, идеологию. А что такое христианство? Ну, это свод нравственных, да, нравственных, семейных, патриотических, государственных принципов. По-другому ее как еще назвать-то?
Вот поэтому, конечно же, с кухней я еще не познакомился, хотя приезжал не раз у вас уже, как вы видите, по разговору. Вот я надеюсь, что это сделаю, как только мы закончим. Так что всем здоровья, берегите свое здоровье, берегите богодарованную привилегию жить на территории Абхазии. Геннадий Григорьевич, спасибо, что нашли время на наше интервью в своем плотном графике. А мы с вами прощаемся. До новых встреч.